муниципалитетах Коми также продолжается поэтапный запуск тепла. В северных районах республики старт отопительного сезона был объявлен еще в конце августа. Однако пока не во всех муниципалитетах подключено 100% зданий. В Ухте тепло только в 40% жилого фонда. Из-за чего возникают проволочки, выяснил Иван Беречевский. Холод северянам не страшен, заверяют ухтинцы, но все же теплее на душе, когда трубы в доме теплеют в срок. Вот ЖЭКа и тут сказали, вроде дали, иду проверять. Честно, я северный, я не грелся, мне устроит, да. У меня и балкон, и окно открыт. Нет, не дали. Как греетесь? Очень холодно и никак не греемся, под одеялом. Я живу в городке, у нас уже дали. А вообще давно дали? Вчера. Запуск теплоносителя – процесс не одномоментный, поясняют коммунальщики. Время включения отопления зависит от ряда факторов, поэтому регулярный ежегодный график не составить. Неизменно в первую очередь подключают социальные объекты. В Ухте на сегодняшний день с теплом 30 садиков, 21 школа и 16 медучреждений. Это более половины от общего количества. До конца рабочей недели обещают подключить все. А вот в случае с жилым фондом многое зависит от управляющих компаний. Именно они предоставляют тепловикам паспорта готовности дома к отопительному сезону, а те, в свою очередь, начинают запуск тепла. С паспортами иногда возникают проволочки. Управляющие компании таким образом относятся, то есть и они сегодня говорят, что нам невыгодно ходить, долго ходить, по 300 раз один и тот же паспорт отправлять. Бывает, теряются, то есть весь паспорт по всем ресурсам по новой отправлять потом. В этом сезоне крайний срок сдачи паспортов готовности – 15 сентября. Но и при своевременной сдаче документации бывают нюансы. Частая проблема при запуске теплоносителя – доступ квартиры на верхних этажах домов, где необходимо строить воздух в трубах отопления, иначе выпустить воздушную пробку. Именно поэтому о необходимости развоздушивания собственников начинают предупреждать примерно за месяц до начала отопительного сезона. Не во всех квартирах на сегодняшний день проживают собственники, многие квартиры закрыты, и это проблема в управляющих компаниях. Вторая проблема, которая возникает, это несанкционированные ремонтные работы, которые сейчас ведутся собственниками на системе отопления, которые, конечно, негативно складываются на срок запуска отопления в домах. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, заверяет Ухтинская мэрия. Вопрос подключения отопления в муниципалитете на контроле республиканских властей. Совещание на эту тему в городской администрации в ходе рабочего визита проводит первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева. В Ухте у нас подключены к теплу, подано тепло 381 квартирный дом. Из 1170, прошу обратить внимание, в рамках докладов хотелось бы услышать не процессную деятельность, а конкретные сроки. Как отмечают на совещании, на особом контроле в Ухте 3 дома, которые получают горячую воду и отопление от собственных котельных. Это улица Алексеева, 6, набережная Газовиков, 12 и улица Победы, 2. На данный момент подписано трехстороннее соглашение о передаче котельных на обслуживание Коми тепловой компании. Из республиканского бюджета выделена субсидия на подготовку этих котельных к осенне-зимнему периоду. Администрация Ухты заверяет, до конца недели теплоноситель будет подан во все жилые дома. По обновленным данным, на утро 8 сентября в муниципалитете отопление подключено уже в 458 жилых домах. Иван Беречевский, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.